В обществе, где нет однозначных здоровых ориентиров, происходит не только недостаток внимания, например, к людям с ограниченными возможностями, но и к другим, кто не кричит, не выходит на митинги, не качает свои права. Таковыми, к примеру, являются некурящие люди, которые страдают от того, что курит кто-то рядом. Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. И в преддверии даты ВОЗ опубликовал данные, что табак убивает в мире более 8 миллионов человек в год. Это 22 тысячи человек в день. Из них более миллиона – это некурящие, но подвергающиеся воздействию табачного дыма. ВОЗ также призывает правительство остерегаться сотрудничества с табачными компаниями при разработке вакцины против коронавируса. Например, компания British American Tobacco заявила недавно, что она, возможно, сможет производить до 3 миллионов доз вакцины против COVID-19 в неделю. ВОЗ заявляет, что партнерство с табачной промышленностью подрывает доверие к правительству в деле защиты здоровья своих граждан. А в Кыргызстане бизнесмены вдоль и поперек критикуют закон о защите здоровья граждан от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма или аэрозоля, который был принят 5 декабря в первом чтении. И никак не может добраться до чтения второго. Оказывается, он наносит сознательный ущерб предпринимателям, для которых материальная выгода много важнее здоровья населения, в том числе и детей и подростков. Защитим детей и подростков от табака и табачного дыма, потому что сегодня 50% тех, кто начал курить в подростковом возрасте, не доживут до 70 лет. Примите законопроект, который прошел в первом чтении 5 декабря 2019 года.